Абхазский писатель, прозаик, драматург, публицист, общественный деятель Дзац Дарсалия внес значительный вклад в становление абхазской литературы, жанров драмы, рассказа, мемуарного повествования. Учился в Губской начальной школе, затем в 1916 году в Сухуме на педагогических курсах. 2 года работал учителем в абхазской школе в селе Кутол и Ачимчира. В 1928 году Дзац Дарсалия начал работать в редакции газеты «Апснапщ» и в течение 30 лет был ответственным секретарем этого издания. Литературой заинтересовался во время учебы в Сухумской учительской семинарии. Первые публикации стихотворения «Апсны» и «Цыпленок» появились в газете «Апсны». В следующем номере опубликовано стихотворение «Вор». В этой же газете появились его первые рассказы «Все от привычки» и «Когда же мы, абхазы, проснемся». В основном в своих рассказах и стихах автор разоблачает воровство и призывает народ заняться спасительным образованием. Просветительская тема, патриотический пафос пронизывают многие ранние произведения писателя. В последующие десятилетия автор полностью перешел к прозе, хотя иногда продолжал писать стихи. Дзац Дарсалия – один из основателей абхазской драматургии. В 1920 году он написал одноактную пьесу «Зубная боль» по мотивам новеллы Чехова «Хирургия». Известность драматургу принесла социально-бытовая драма «В глухой старине», написанная в 1924 году. В 1929 она была дополнена и издана отдельной книгой. Драма неоднократно ставилась и на сцене Абхазского драматического театра. Нынешнее поколение писателей вспоминают Дзаца Дарсалия как человека волевого, но в то же время очень добродушного и мягкого к окружающим. Моя сестра двоюродная, это значит внучка Андрея Максимовича Чочева, она была его супругой. С Дзацем я познакомился в 1958 году, когда они поженились, я стал заходить к ним домой, и у меня осталось впечатление, человек такой тихий он был, никогда голос не повышал, скромный был, чистый, ласковый, с ним приятно было общаться и было тепло. И, видимо, это все качества, видимо, проявились в его произведениях. Если хочешь почувствовать чистый, настоящий абхазский язык, это тогда садись, читай, и ты получишь удовольствие и умиротворение. В этом году Союз писателей Абхазии объявил конкурс на соискание литературной премии имени Дзаца Дарсалия. Участниками конкурса могли стать авторы рассказов на абхазском языке, которые были изданы в 2018 году, а также рассказы, вошедшие в те или иные книги. По его результатам победителем стали народный писатель Алексей Гогуа и Даур Начкебия. Литературная премия имени Дзаца Дарсалия приурочена к 120-летию со дня рождения драматурга. Поэтому премия будет присуждаться в юбилейные годы. Однако, если в будущем появится возможность, Союз писателей планирует организовывать конкурсы на получение премии ежегодно. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.